Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Развитие дорожной отрасли. Улучшит транспортную доступность, снизит логистические издержки и повысит безопасность на дорогах. В республике запустили мост к дагестанской границе. Старт движению в торжественной обстановке дал Рамзан Кадыров. Проект Women in Islam представили на Московском форуме. Я была на многих девичниках, но именно вот с такой грамотной подачей я встречаюсь впервые. Мусульманкам рассказали, как совмещать веру, семью и работу. Новая визитка столицы. В будущем эта площадка станет интерактивной зоной, где посетители смогут выбрать для изучения любую планету. Орбитальная станция. Бывший ресторан «Глобус» в Грозном станет планетарием. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальных сетях. В этот тяжелый час выражаю самые искренние соболезнования главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, родным и близким погибших и всему народу. Татарстан и Чеченскую Республику связывают многолетние братские отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и единстве народа. Произошедшее воспринимаем как общую беду. Уверен, что руководство Республики Татарстан сделает все необходимое для оказания помощи каждой пострадавшей семье, написал глава региона. В регионе продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры. Новые объекты призваны сделать поездки между населенными пунктами удобнее. Один из таких проектов реализован на Жаюртовском районе. Рамзан Кадыров торжественно открыл движение по переправе у села Саясан, которое связывает районные центры и обеспечивает прямой въезд в соседний регион. Слово Рамзану Абуеву. Движение по новому мосту в торжественной обстановке открывает Рамзан Кадыров. Переправа находится на въезде в селение Саясан. Она обеспечит удобное транспортное сообщение между населенными пунктами Нажаюртовского муниципалитета и откроет прямой путь к границе Дагестана. قوت كيلومتر أي ساس نجوا شغل حال نقبل نير إيجو الفندو ورك كيلومتر جرج سلسكي فسرين الشقع بولنيق ده كي خو يرتر إيه من شكول إيج توكي فزان سيروقع بولنص إيه ابنويتي أقطع شكول ريمونت تيجا بيتالني إشت مصهم هو يرتنا رئونا عديش تو دال ديكس بيقم بويل يا زاق دول عام دال عمد عجين سين قاچو مصهم تي عدق ملاش تي دال زاق دول. Прежний мост находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Поручение построить новый Рамзан Кадыров дал в ходе инспекционной поездки. Работы стартовали сразу, летом прошлого года. Длина возведенной переправы через реку Аксай составляет 128 метров, а ширина 13. Первый очередь он не и дахар дикритер садиги адма не сдагардар تو بلشيد أي ستي أتصيد وزدو أبني داخل تندل شو أحمد حشي نقدبوا شيء نحن نيجي داخل ديكل ديز على دبولينا بر إذن يعني ويبتش رمز أحمد الجدال دقوا ولا إيمنا درجة إنفراستراكتورا نماني ألسم يشو أكسنت ألسم يشو سو يقوين يش إيمني أشتاق بديش كايو تندل تقعدوا بولا بلغشني أشتاني هور شرق ألسم با إذا كدولش حدوق شدو دال دقوا ولا رمز أحمد الجدال هذا أيه прошлом году хоксия волчи нахни хар халли старый мост дар двухсторонний дар односторонний дар тиши дар аварийный дар дон ицу а прошлом году ел Рамзан Ахмадович поручение ера такой дал мохни Рамзан Ахмадович в следующем году хаволчи нахни окел тайдхул сия веру вала
Алхамдулилlah, тагын хар иштадылар нистелит. И вот первые автомобили проезжают по идеально ровному асфальту. Для местных жителей это настоящий праздник. Ранняя дорога на работу, в школы и больницы отнимала много сил и времени, особенно в непогоду. Теперь все эти трудности остались в прошлом. هو ده موخل يرتحل هرتا يبتاخل دوق إسبحلو وعمت هذا بيركتن دادينا. Работы, проведенные в рамках госпрограммы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. При возведении моста специалисты учли сложный горный рельеф района и возможные гидрологические нагрузки. Это гарантирует высокую прочность и долговечность переправы. Он был необходим для района, так как жители этого района, этих сельских поселений проезжают через этот мост, едя в Гудермесский район или Кучелоевский город, им самый удобный путь вот этот. Открытый, приуроченный к 75-летию со дня рождения Ахмада Хаджи Кадырова Далазов Поболдольцин. Дедре Сылбачан, что он дал поручение, что нам построили вот этот мост. И в этом сельском поселении в этом году капитальный ремонт детского сада. А в прошлом году школу тоже отремонтировали, полный капитальный ремонт школы, электролинию, резервную. Когда в правительстве заслушивали район, у нас были проблемные вопросы. Один из них был резервная линия, электролиния. В этом году нам тоже построили, закончили, ввели в эксплуатацию. Торжественное открытие приурочено к 75-й годовщине со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Событие имеет важное духовное значение. Новый объект сделает путь верующих к зиярту Ташу Хаджи Саясанского комфортным и безопасным. Пропускная способность нового моста составляет 2000 автомобилей в сутки. Он улучшит транспортную доступность, снизит логистические издержки и повысит безопасность на дорогах. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Проект Women in Islam получил новую площадку для диалога и презентации своих идей. На Московском форуме собрались представители разных сфер, объединенные общими ценностями и интересом к развитию женских инициатив. В центре внимания возможности для женщин, развития собственного дела и сохранения культурных и духовных ориентиров. О проекте и его участников в нашем материале. Women in Islam принимает участие в форуме впервые. Они здесь по инициативе руководителя проекта Хутмат Кадыровой. Стенд в фирменных цветах сразу привлек большое внимание посетителей. На нем представлены изданные проектом сборники аскаров, наклейки с дуа, фирменные шоперы. Я уже была наслышана про комьюнити Women in Islam, но подошла я, потому что у вас очень красивый корнер. Я вот приобрела такой набор дуа для дома, то есть такие наклеечки мне очень понравились, и шопер. Но шопер я буду дарить своей подруге. Вот, она скоро прилетает из Турции. Вот. И, кстати, я ее тоже уже прорекламировала вас, ее тоже уже привлекаю к этому. Но я считаю, что вы одни из, потому что я была на многих девичниках, но именно вот с такой грамотной подачей я встречаюсь впервые. Но прежде всего посетительниц привлекает идея проекта. В разговоре с гостями обнажается главная проблема женщины. Женщины хотят быть услышанными, и Women in Islam дает им такую возможность. Вы очень здорово подошли к процессу подготовки, сделали невероятно красивый, стильный стенд. То, что вы делаете, это очень важное дело для нашего общества, для наших женщин. Спасибо большое Хутмат Кадыровой за то, что вообще создала этот проект. Я сама как женщина, как мама, как предприниматель понимаю необходимость комьюнити, когда можно прийти куда-то и, скажем так, с одной стороны, немножко выйти из бытовухи, да, зарядиться, что-то вместе поделать, спросить совета, просто погрузиться вот в атмосферу такую сестринскую. В форуме участвуют многочисленные чеченские бренды. Наина Юсупова создает украшения из натуральных камней уже 18 лет. Ее работы пользуются популярностью как в России, так и за рубежом. За таким большим успехом стоит интересная история из детства. С чего началась любовь к камням? Я своим девочкам это всегда рассказываю. Вот этот камень. Папа привез маме бусы. Я их неудачно порвала. И вот они так красиво рассыпались, что с тех пор у
меня просто, я влюблена в камни. И с этого у меня началось. Это было мне тогда 12 лет. Бренд из Грозного зама на рынке 7-й год. Выпускает умные часы, показывающие время намаза, и детские исламские игрушки. Создателями двигало желание облегчить жизнь мусульман, особенно тех, кто живет за пределами республики. Начали производить и игрушки, и, машаллах, попали в боль потребителя, так скажем. И с тех пор мы пополняем ассортимент. На прежнем мероприятии у нас было только 2 вида игрушек. Сейчас у нас 4, иншаллах, в ближайшее время будет больше. А что это за игрушки? Какие функции? Игрушки, как и часы, направлены на исламскую тематику, чтобы подрастающее поколение с малых лет сопровождало уже в религии, чтобы на данный момент игрушки у нас есть, которые обучают коротким сурам Корана, также игрушка, которая помогает в изучении имен Аллаха. Ну и азкары, и алфавит тоже. Women in Islam выступает полноценным партнером фестиваля. Его куратор Залина Атаева – ключевой спикер Умма Феста. Именно она знакомит посетителей с проектом. Важнее всего, что проект зародился именно из личного опыта одного человека. А все, что мы делаем из личного опыта, это всегда бывает с пользой и вот прямо в точку и в самое сердце. Основатель и руководитель проекта Хутмат Рамзановна Кадырова сама лично всегда при принятии каких-либо решений в жизни или в быту очень сильно ориентируется всегда на то, как на те или иные вопросы смотрит ислам с точки зрения религии. И, естественно, постоянные вопросы, которые она сама задавала богословам, и плюс, зная ее повышенный интерес к этому, ее окружение тоже часто обращалось к ней. И таким образом у нее зародилась идея создать проект в первую очередь, чтобы женщины могли свободно задать вопрос любой. Мы все с вами знаем, что вопросы могут быть и деликатные. Первый день фестиваля завершился дискуссией. Говорили о ценности мусульманки, о том, как ей балансировать между духовностью, семьей и карьерой в условиях современного мира. Проект Women in Islam поделился своим уникальным опытом, но это лишь малая часть масштабного форума. Впереди еще 2 дня фестиваля. Организаторы ожидают около 10 тысяч гостей. Их ждет максимально разнообразная программа и возможность выбрать продукцию от лучших халяль-брендов. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Память о родной земле и уважение к культурному наследию передаются из поколения в поколение. Познакомиться с современной Чечней, услышать родную речь из первых уст, узнать об истории и культуре своего народа. Такую возможность получили дети из Турции, приехавшие в республику в составе чеченской диаспоры. Репортаж Турпали Тайсумова. Знать свои корни. Дети, прибывающие в республике в составе чеченской диаспоры из Турции, продолжают свое знакомство с исторической родиной. В очередной день им была организована встреча с литературными деятелями, а также союзом писателей. Им было рассказано много интересного об истории развития и популяризации чеченского языка и о работе выдающихся авторов, написавших огромное количество произведений. Dice dela mot tagan tsaga kamel watch der coaching all these days gil krisana ke shayts itsa yalla otun khasqiyatar khilja yo tsa halgat shu halgot dulch shay yo wakhos arli wakhos mayalne dela tu del halgot tu delch يوقي تيرش نوختي تيزيلم خيقي تيرشيرش شي تيب شندوزي تخيتشي قوتر كاخلا موت يومت قواتيشاني شي تي متعدو قيقيتا متعبو غلق متعدو يلا اتنخ كاخلتهم. Визит гостей был организован по приглашению Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Более 50 человек принимают участие в укреплении духовно-нравственных и патриотических связей с родным краем. Возможность передать детям знания о родной земле участники встречи восприняли с большой теплотой, особенно когда молодые ребята проявляют огромный интерес и внимательно слушают. ديدون سيجر دبهان دهونه بعشو سوخن سبع بعشو خانيو أقا مو خيردو تبوش ويلش بينيرسو أقا هربيرش دهونه سير حش سير يحسبتي حش سير ليدري حش دوك دزقس دهون بارك بزقس
هندالشي نخشل ده سيالك صارخ نخشي موت سقط سبولشاندون دلاها ليلر غلق ديزون إيش حدوش نقصدون ألا شو وقويش تقوى لقصتنا قوش قطرخ. По словам детей, им очень нравятся места, которые они посещают. Везде ощущается домашний уют, словно они живут тут уже не один год. Terk ettiği topraklara. Uzak sani hoşunar, kamelder, doş delah tsadoş amor, ve değiş bisin mot, uzak şamabır hazır, legişin iş hazır, nach büyüt şdiler, du hazır şdiler tutun, dey mahken gar der, dey şbehken ve dey şbehen mettik gar hazır şdak, derken de ve hazır şdukuz gar. Buradaki insanlar gibi yaşayabilmek. Знакомство с современным регионом, его историей и достижениями станет для детей большим опытом. Укрепление взаимодействия с диаспорами за рубежом поможет в сохранении этнической идентичности. Для наилучшего понимания юными гостями местных национальных традиций запланировано посещение ряда культурных и исторических объектов республики. Ознакомление с развитием региона. Также планируется организация курсов чеченского языка. Торпа Лолита Исумов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская республика. Грозный расширяет пространство для научно-познавательного досуга. На месте бывшего ресторана «Глобус» создают необычный объект, который позволит посетителям буквально погрузиться в мир космоса. Здесь планируют объединить современные технологии, интерактивные экспозиции, возможности для изучения астрономии. Каким станет новый центр, расскажет Медина Мударова. Теперь космос станет для Чеченской республики еще ближе. Здание бывшего ресторана «Глобус» в центре Грозного получает вторую жизнь и будет называться орбитальная станция. С марта текущего года строительная компания «Гроза Стейт» ведет масштабную реконструкцию. Работы на 4-м этаже в самом разгаре. Сейчас строители с помощью гипса доводят купол до идеально гладкого состояния. Затем его покрасят в черный цвет. Сюда 4 мощных проектора будут транслировать детальные изображения космоса. В будущем эта площадка станет интерактивной зоной, где посетители смогут выбрать для изучения любую планету. Специалисты монтируют инженерные сети, проводят внутреннюю отделку и готовят помещение к установке оборудования. Оснащением и разработкой интерактивного пространства занимается российская компания «Вижу». Стоит отметить, что это их первый проект на Северном Кавказе. Сердцем 3-го этажа станет купольный планетарий, кинотеатр на 30 мест. А вокруг развернется музейная экспозиция. Посетители смогут познакомиться с наблюдениями о звездах и космическими открытиями. В зале установят интерактивные кадры звездного неба, VR-бинокуляры, симулятор Центра подготовки космонавтов и еще много интересного. На 1-м этаже разместится сувенирная лавка. Создатели подчеркивают, объект станет новой точкой притяжения для молодежи, школьников и туристов. Здесь мы объединили планетарий, музей космонавтики и образовательную площадку в один живой комплекс. Проект проходит под культурное и патриотическое воспитание молодежи, рассказать молодежи непосредственно о стране, которая, наверное, первая вышла к звездам. Чеченским государственным университетом уже подарено 2 спутника, Ахмат-1 и Нохчо, которые являются нашим достоянием, да. Современная площадка станет еще одной яркой визитной карточкой столицы Чеченской республики. Реконструкцию орбитальной станции планируют завершить до конца года. Медина Мударова, Магомед Басаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика. В Чеченской республике состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзного работника и активиста. Праздник был учрежден главой региона Рамзаном Кадыровым в 2024 году и объединяет людей, которые ежедневно занимаются защитой трудовых прав и интересов работников. Сегодня профсоюзное движение республики насчитывает около 135 тысяч человек. На встрече чествовали представители разных поколений, ветеранов, посвятивших профсоюзной работе десятки лет, и молодых активистов. Особо отличившимся вручили почетные награды. Их отметили за активную общественную работу, вклад в развитие профсоюзного движения и защиту прав трудящихся. Именно наличие профсоюзов обеспечивает достойную защиту социально-трудовых прав работников. Именно наличие профсоюзов позволяет вести диалог с работниками от имени работников,
приходить к каким-то результатам, договоренностям. То есть социальный мир, социальная стабильность возможно только в тех странах, только в тех регионах, где есть достаточно развитая система профессиональных союзов. Воспитание подрастающего поколения начинается с любви к своим корням. В Грозном развлекательном центре Винги-Вилли для детей устроили не просто праздник, а настоящее погружение в историю и культуру чеченского народа. Какие сюрпризы приготовили юным зрителям и чем запомнился этот яркий день, узнаем у нашего корреспондента. В развлекательном центре Винги-Вилл вновь веселый день для детей. Насыщенная программа в этот раз посвящена истории, традициям и культуре чеченского народа. Главным событием стала театрализованная постановка «Сыны гор. Путь храбрости» о выдающихся героях нации. Кроме того, были организованы семейные активности, игры и другие развлечения. Программа сопровождалась национальным лоузером, который объединил всех гостей мероприятия. Цель была в том, чтобы донести до них и показать, почему у нас есть, какие есть у нас герои и почему они являются героями. В самой программе у нас, получается, были основные сюжетные истории про наших главных героев, естественно, про героев прошлого и героев современности тоже, естественно. Танцевальные номера также были и хореографические бои тоже. Яркие шоу-программы и интерактивные игры сделали этот день незабываемым для детей с их родителями. Организаторы постарались подарить всем много радости. Самое главное, чтобы зрителю понравилось. И что самое важное, это чтобы маленькое поколение, которое подрастает, они проявляли больше интереса к нашим войнавским героям, к нашим традициям и обычаям. Тематические мероприятия для юных гостей делают эти встречи запоминающимися. И каждый раз проводятся новые программы, чтобы эмоции были сильными вновь и вновь. Турпа, Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Региональные соревнования стали площадкой, где спортивный азарт объединил участников из разных уголков республики. На марафоне «Земля спорта» они представили свои районы и сошлись в нескольких испытаниях от силовых дисциплин до командных игр. Как прошел спортивный день в сюжете Дени Хамидова. Сегодня эта площадка стала своеобразной точкой встречи для всей республики. Здесь каждый район представляет себя, но при этом все участники оказываются частью одной большой команды. И, пожалуй, именно в этом главный смысл «Земли спорта». Спорт здесь не разделяет, а объединяет людей. С самого утра в физкультурно-спортивном комплексе Грозного кипела жизнь. Представители 9 сельских районов Чеченской Республики приехали на региональный этап марафона «Земля спорта». Для одних соревнования стали возможностью побороться за награды, для других – шансом проверить свои силы и провести день активно. Программа марафона объединила сразу несколько спортивных направлений. На основной площадке прошли соревнования по многоборью ГТО, силовому экстриму и мини-футболу. В каждом виде участникам пришлось решать свои задачи. В сольных выступлениях показать комплексную физическую подготовку и выдержать серьезные нагрузки, а в командных дисциплинах действовать сообща. Поэтому здесь важен был не только личный результат, но и поддержка всей команды. Основной акцент сейчас конкретно в этих мероприятиях, в этих мероприятиях уделяется именно работе с сельской молодежью, сельской незанятой молодежью, а также спортсменами, представляющими наши сельские муниципалитеты. Большое количество участников. Соревнования проходят на хорошем высоком уровне. Надеюсь, наши спортсмены без травм пройдут сегодняшний региональный этап. И 11 по 14 планируется, в сентябре месяце планируется всероссийский этап и, соответственно, достойно представить наш регион. Спортсмены готовились к выступлениям, поддерживали друг друга и общались с участниками из других муниципалитетов. В этом и проявилась одна из главных особенностей «Земли спорта». Представители разных районов и культур встретились на одной площадке благодаря общему увлечению. Особое внимание привлекла команда Шелковского района. На марафоне его представили нагайцы. Для них участие в спортивном празднике стало возможностью не только выйти на старт и побороться за результат, но и представить свой район, культуру и традиции. С нами на связь вышла наша администрация. Мы им выражаем огромную благодарность. Они нас попросили принять участие в этом мероприятии. Мы с радостью согласились приехать. Собрали ребят и решили принять участие. Силовой экстрим меня очень сильно заинтересовал. Решил принять участие, попробовать себя, посмотреть, на что я способен. С этими тяжевиками. Я, сам себя пытался преодолеть в этом направлении.
На площадках велась борьба за секунды, очки и лучшие результаты. В многоборье ГТО участники прошли несколько испытаний, где значения имели сила, гибкость и скорость. В силовом экстриме спортсменам пришлось работать на пределе возможностей. На футбольном поле результат зависел от командного взаимодействия. Между стартами участники поддерживали своих товарищей. Соревновательный азарт здесь сочетался с атмосферой большого спортивного праздника. От лица министра сельского хозяйства Чеченской Республики Висхана Зелимхаевича Мацуева от себя лично хочется поблагодарить сотрудников Министерства спорта и физической культуры во главе Ахмада Рамзановича Кадырова за активное участие. С первых дней сотрудники активно нам помогают, а именно взяли на себя профессиональное судейство, инвентарь и предоставление вот таких вот площадок. Выражаем искреннюю благодарность. Спасибо большое. По итогам соревнований определились победители, которые получили право представить Чеченскую Республику на следующем этапе марафона. В мини-футболе честь региона на всероссийском марафоне «Земля спорта» предстоит защищать команде Грозненского района. Таким образом, региональный этап стал для участников не только спортивным испытанием, но и возможностью выйти на федеральный уровень. А главным результатом мероприятия стало то, что спорт объединил представителей разных районов республики, независимо от возраста, места проживания и выбранной дисциплины. Дани Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В республике прошел масштабный кубок по ралли-рейду, собравший более 3 десятков экипажей со всего Северного Кавказа. Организаторы превратили песчаные барханы в настоящую арену для любителей скоростей и бездорожья. А как все это было в нашем следующем сюжете? В этот день Эльдар Чупалаев и Асхаб Демельханов планировали совершить восхождение на Эльбрус, но в последний момент решили попытать удачу на ралли-рейде. Признаются, на старт вышли не ради главного приза. Важны эмоции и драйв. Но в итоге без проблем же. Да, альхамдулилlah, штурман очень хороший был у человека. Он до конца не доверял мне, говорит, что нет, мы по-любому едем не туда, навстречу нам едут машины. Он говорит, мы сбились, короче, надо наоборот ехать. Я до конца, давай, все правильно. В итоге надеемся хотя бы в топ-5, уверенно мы попали. Если честно, вообще не ожидали, что настолько удачно так все пройдет. Вроде бы однозначно думаю, что топ-5 мы зашли. Ну, у вас вот единственные номера просто упали, а так все. Там вообще жесть была. Вот этот бампер защитный, он нам очень помог, так как вот несколько раз мы на скорости шли, оказывается, там был обрыв, мы чуть не перевернулись. Но оно того стоило. Рев моторов и клубы пыли над песчаными барханами. Район села Бурунское на день стал эпицентром автоспорта всего Северного Кавказа. На старт Кубка Гростек вышли свыше 30 экипажей. Организаторами выступили Министерство туризма и Министерство спорта Республики совместно с региональной федерацией автоспорта и компанией Гростек. Видим, что это мероприятие посетили наши гости из соседних республик, это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставропольский край, ну и много, естественно, участников из Чеченской Республики. В первую очередь это мероприятие популяризирует Челковской район, и мы видим, что даже жители Чеченской Республики не всегда были знакомы вот с этими степями, не видели наши пески замечательные, не понимали, насколько этот район идеально подходит для проведения такого плана мероприятий. Я думаю, что после этого мероприятия, во-первых, мы создали небольшую армию любителей ралли-рейдов. И в следующем году это мероприятие будет более массовым. Сейчас это все начнет обсуждаться в социальных сетях, они начнут дружить, обсуждать, может быть, создаются даже какие-то клубы. Вместо привычного навигатора экипажи используют специальную дорожную книгу «Легенду». В ней шаг за шагом указаны направления движения, ориентиры и контрольные точки. Именно по легенде штурман ведет экипаж к финишу, а пилот полностью сосредоточен на управлении автомобилем. География соревнований объединила спортсменов из самых разных регионов. В числе фаворитов гонки экипажи из Калмыкии, преодолевшие сотни километров ради этого старта. Вообще в Грозном, в Чеченской Республике первый раз вообще приехали. Мы никогда не были здесь. И вы с Калмыкии? Мы с Калмыкии, да. С Элисты приехали. Вот вчера приехали, чуть-чуть город так посмотрели уже ночью. Очень понравился. Первый раз были, да, у вас. И вот приехали на гонки и узнали, то есть, о гонках, и решили приехать. И получилось со временем, и приехали вчера. Вчера был тестовый проезд на заезды. И получается сегодня вот с утра была квалификация и потом основная гонка после обеда. Так, и как заезд прошел? Как вам дорога, в принципе, вот машина хорошо справилась? Да, в принципе, все хорошо, дорога была интересная, машина справилась.
по машине вопросов нет. Там навигация еще, мы ездим по двое со штурманом. Победитель определяется по результату прохождения трассы. Внедорожные соревнования – это прежде всего мастерство водителя. Грейдерная дорога не прощает ошибок. Пыль, вибрации, грунт усложняют путь. Удержать внедорожник на таком рельефе под силу только хладнокровному профессионалу. Водители идут на этот риск осознанно. Здесь проверяется не только выносливость техники, но и твердость характера. Трасса гонки – замкнутое кольцо с комбинацией степных участков и глубоких песчаников. Прохождение маршрута занимало от 2 до 4 часов и требовало от гонщиков высочайшего мастерства. Оценивать участников и доверили авторитетному жюри, в состав которого вошел чемпион России по ралли-рейдам Василий Глухов. Технический вид спорта, там важно все, любая гайка. На самом деле важно и сам автомобиль, и пилот, как умеет опять же пилотировать, и штурман. От штурмана зависит здесь, наверное, 80% успеха. Как говорят в ралли-рейдах, выигрывает гонку пилот, а проигрывает штурман. Поэтому здесь в суммарности должно быть все. Любая, как говорится, неопрятность приведет к тому, что ты просто не приедешь к финишу. Без внештатных ситуаций здесь не обходится. Машины застревают в зыбучих песках, подпрыгивают на ухабах и порой даже переворачиваются. Но проблему решают сразу же. В таких инцидентах страдает только техника. Здесь все нормально, и ваш оранжевый машина не издает сигнал. Наши машины есть, чтобы ее на колеса поставить. Пока судейская коллегия подсчитывала результаты и сверяла хронометраж экипажей, для участников и гостей турнира звучали живые песни под гитару. Встретят здесь гостей теплотой своей, всякий старый млада услужит вам рад. Главный повод для проведения турнира – 10-летний юбилей «Гростек». Компания подготовила внушительный призовой фонд. Напряженная борьба продолжалась на протяжении всех 83 километров трассы. Третью строчку пьедестала и сертификат на топливо от «Гростек» завоевал экипаж Умара Батукаева. Серебряным призером и обладателем мотоцикла стал Зелимхан Тимуркаев, но обладателем главного трофея – ключей от нового кроссовера «Чанган Унизе» стал Эльдар Чупалаев. Самое интересное, это мой первый опыт вообще, в принципе, на таких мероприятиях. Вообще не ожидал, реально очень сильно все понравилось, все было просто на высшем уровне. Не знаю, очень редко такой адреналин, такие впечатления можно получить. Но это, конечно, большую часть этого заслужил мой водитель. Для самих участников соревнования стали проверкой на прочность. Напряженная борьба шла до последних метров, а победу решали доли секунд и слаженность работы пилота и штурмана. Победу не взяли, конечно, но за самое красивое выступление, думаю, можно еще дать. Так вот, о чем я говорю. Капот вырвало по лобовому. Чуть не перевернулись. Короче, и мне кажется, я чуть больше победил даже в этом, потому что эмоций больше получил. Весь спектр эмоций от А до Я. Огромный интерес участников показал, такие экстремальные ралли-рейды имеют все шансы стать новой ежегодной традицией. Еще одной яркой точкой притяжения для автотуризма в Чеченской Республике. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов и Ахмед Хизреев. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.